Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, поступающие на магистерскую программу «Исследовательские и проектные методы в обучении физики, математики и информатики». Вам предстоит сдавать комплексные экзамены. Сегодня у нас консультация как раз по этому вопросу. Меня зовут Кудинов Илья Викторович, я доцент кафедры программирования и вычислительной математики, член предметной комиссии, и сегодня я постараюсь вам напомнить основные этапы, которые вам необходимо пройти, и указать на возможные недочеты и ошибки, которые вам лучше не совершать. Несколько слов о форме и процедуре проведения экзамена. Экзамен проходит в виде теста. На выполнение этого теста дается 60 минут, то есть 1 час. И ваш тест по расписанию будет открыт 11 августа с 10:00 до 20:00. То есть в это время вы должны пройти этот комплексный экзамен в виде теста. Если у вас возникли технические проблемы или какие-то другие проблемы, которые вы можете документально подтвердить, что вы были не в состоянии пройти этот тест, то для вас запланирован резервный день 18 августа, также с 10:00 до 20:00. И если вы уже определились с выбором, что вы идете на коммерческое обучение, то ваш тест будет открыт 17 сентября с 10:00 до 20:00. И также запланирован резервный день 24 сентября с 10:00 до 20:00 соответственно. Каковы особенности проведения вступительного испытания по внутренним материалам нашего университета? Процедура проведения экзамена. До экзамена на почту вы получите логин и пароль. Если вдруг вам на почту ничего не пришло, проверьте папку «Спам». Если и там ничего нет, то вернитесь к началу видео. Там есть мои контакты, есть контакты на сайте нашей приемной комиссии. Пишите либо мне в WhatsApp, либо на почту. Звоните на горячую линию приемной комиссии и сообщайте вашу техническую проблему. Оперативно мы этот вопрос будем решать. Важно запомнить, что логин и пароль от личного кабинета абитуриента и логин и пароль для сдачи экзаменов, они разные. И второе, вот разные, обращаю ваше внимание. Как только вы получили логин и пароль, немедленно его поменяйте и пользуйтесь им уже самостоятельно. Какова процедура проведения экзамена? В вашем личном кабинете расписание вступительных испытаний, где указана дата и справа кнопка «Сдать онлайн». Там вы вводите логин и пароль, который до этого пришел на почту, и вы его изменили под свой собственный. Далее нажимаете «Начать тестирование». И с этого момента, уважаемые друзья, с этого момента начинается отсчет времени. 60 минут. Следите за временем, поскольку результаты прохождения аттестации учитываются с точки зрения правильного данного ответа на вопрос и с точки зрения завершения времени проведения испытания. Здесь рекомендация, как многие бы и сказали школьникам на ЕГЭ, сначала берите вопросы, решайте задачи, отвечайте на задания, которые вы хорошо знаете. Если задача кажется вам сложной или невыполнимой, пропустите ее, запишите на листочке номер задачи, которую вы пропустили, и решайте дальше. Как только вы решите 50% заданий,
возвращайтесь к первым пропущенным по тому же самому рекурсивному признаку. Я думаю, этой аудитории, что такое рекурсия, объяснять не надо. Важно помнить, что на экзамен дается только одна попытка. Доступ к экзамену, как я уже говорил, открывается согласно расписанию. Важно понимать, что пересдачи не предусмотрены. Еще раз, пересдачи не предусмотрены. Поэтому тщательно подготовьтесь к испытанию. Первое. Накануне проверьте техническое состояние ваших устройств, интернет-соединение, работоспособность браузера. Вся работа включает выполнение 25 заданий, как мы видим. Это тесты разной типологии. Но всего вы, как и по решению задач ЕГЭ, в итоге получите оценку по 100-бальной системе. Балл выставляется за абсолютно верно данный ответ. Также необходимо оговориться, что поступающие с ограниченными возможностями имеют возможность увеличить срок прохождения экзамена по времени, но не более чем на 1,5 часа. Что же ждет нас на экзамене, дорогие друзья? Первый крупный раздел – это основные понятия педагогики. С чем вы там столкнетесь? Вы там столкнетесь с педагогикой как наукой, дидактикой, педагогическими технологиями, известными учеными-педагогами. Необходимо знать и понимать основные педагогические принципы, дидактические архитектуры. Второй крупный раздел – это раздел, посвященный методике обучения, математике, физике и информатике. В нашем конкретном случае, поскольку направление подготовки проходит по нашей кафедре программирования и вычислительной математики, подавляющее большинство задач будет так или иначе связано с математикой и информатикой. Ну, например, вот вопрос вы можете поставить на паузу, как раз посвящен одному из величайших, гениальнейших наших педагогов Сухомлинскому. Попробуйте ответить на него самостоятельно. Раскрывая дальше архитектуру испытания, вот следующий пример, связанный, вы уже догадываетесь, с педагогическими технологиями. Термин «технология» означает. И здесь необходимо выбрать в тесте вариант ответа. Дальше обратите внимание, задача школьного курса математики, которая, в принципе, у выпускников, обладающих уровнем образования ниже магистратуры, на наш взгляд, сложности вызвать не должна. Внимательно прочитайте условия. Подобные типовые задачи на движение, связанные с этим, так или иначе заложены в программу вступительного испытания. Также пример типовой задачи, где в трапецию с определенными боковыми сторонами вписывается окружность, и необходимо найти длину ее средней линии. На сегодня это последний пример, собственно говоря, в котором мы говорим о решении логарифмических неравенств. Да, и он тоже занимает достаточно большой объем. Так или иначе, все задания связаны между собой. Выборка будет производиться из достаточно большого объема тестовых заданий, но вы их получите ровно 25. Хочу пожелать вам спокойствия, успехов на данном вступительном испытании. И не забудьте время проведения экзамена. До свидания.